Так, вот, смотрите, навигатор показывает. Я здесь вот нахожусь. Вот тут стрелка. И вот избушка. Расстояние 493 метра. Полкилометра, короче. И там изба. Вот это да. Но туда уже заходить не буду. В той стороне она. Я в курсе этого, я знаю, где эта изба, там на большой горе, высокая гора, там, я как-то уже снимал эту избушку, там разобранная избушка еще. Вот такие дела. Квартала я ничего не показываю. Ну, это флажки, это мои отметки, где что-то отмечал там. Это по рыбалке там флажки. Там этих флажков знаете сколько у меня? Очень много. Так, поставил навигацию и до средней просеки, ну, до просеки, это не средняя просека, а квартальная просека, 545 метров, ну, где-то 500-600 метров находится, и буду уже идти строго на эту просеку. Так, сейчас зайдем еще в меню. И в компас. Все. 540 метров до нашей цели. Главное найти просеку и там уже будем шуровать. Примерно сейчас определиться в какую сторону. Сейчас навигатор начнет нормально работать. Все, зашевелилась стрелка. Показывает. Направление показывает. И примерно на солнце и надо идти. Да. Чуть-чуть правее от солнца. Ништяк все будет. 500 метров. Ровно 500 метров. Есть еще какой-то уголок, где не вырублено. В основном здесь как же этот пипу? И забыл. Что ты будешь делать? Осина. Деревья осины тут. О, какие они здоровые, ребят. Смотрите. Шапка падает, когда смотришь на них. Очень большие, крупные. Тоже когда рубили мы вот такие осины. Я сучкорубом работал. Я умирал, когда рубил я такие сучья. Ай, блин, вершинки. Вот под сучкорезку еще у нас валили деревья. Ну вот, в принципе, что у осины рубить сучкорезки? Ствол вообще чистый, а сучья на вершине толстые. Хорошо, что мягкие эти сучья. Отрубишь, если хороший топор, ты рубишь и вообще мягкое дерево, не береза. Береза вообще. Но и хватало у осины сучьев, когда ты рубишь, блядь. Но здесь более-менее хоть не такие толстые, но их много там на вершинке, на самой вершине. Ну, конечно, лес хороший тот. Лес прям отличный. Да, сундуки такие стоят. Но они, наверное, как я помню, ну, не так ходовые, дешевые этот лес. Осина, там береза, это в основном на баланс идут. А самый дорогой это из леса, это елка, конечно. Елка, и за елку, конечно, больше платили. Ну, когда осину ты рубишь, и кубатура у тебя больше. Так что и там выгода есть. Я потихоньку иду. Вот следы я вижу, вот лосиные следы. Вон он. Я все наблюдаю, я все вижу. И там они по пути, как его,
Бадая такие елки. Сейчас гон у них, наверное, бычок такой. Годовалый, может. Шалун такой. Все бадая там. Все подряд. Ох, какой же красивый лес тут. Мать моя. Это вам надо видеть воочию. Елки там под сад. Ну да. Ну да, ну да. Один раз мы разделывали. Вот именно отсюда. Эти, как сказать. Лес в колхоз привозил. Возил там этот. Но разделывать наше ЧП. И ЧП тогда было. Не ИП, а ЧП. И наша бригада разделывала вот такие вот осины. И, ребята, не обманываю, там, когда разделывали, вдруг заметили мы, короче, вот где-то на стволе, на самой вершине, ну, конечно, это уже на площадке у нас было, возле пилорамы здесь, в Алексеевке. И на стволе там следы вот от когтей, блин, царапины такие. Наверное, видно, медведи любят вот подниматься на эти осины. Любят и может там, ну, как сказать, мед ищут или что, непонятно что, ради чего они туда поднимаются, может медвежата, но, конечно, царапины еще перед глазами, вот так вот. Ух, какие же они крупные, вон, смотри, какие сучья такие, блядь. Ой-ой-ой, вот это да, вот это сундук, вот это сундук, ребята, вот это да, вот смотри, вон она, красота-то какая, во, как ровно природа так, как будто сажали тут, вон, смотрите, вон, как ровно стоят, блин, вот это да, надо же так. Получится, вот я сейчас вот еще сфотографирую. И фотографии все можете посмотреть у меня в Одноклассниках. Но это старая яма, прошлогодняя. Это лосиная яма тоже. Прошлогодняя только. Болтаю. Ой, болтаю. Сколько я прошел уже, хать. Болтаю веселее. 224 метра еще осталось. 224 метра. Половину я до просеки прошел. А еще шуровать нам от просеки. Мама, не горюй. Главное успеть до темна. Так. Ладно, сейчас на просеке включусь. У меня гигабайт так закончится на 10 серий опять будет фильм. Ох, как я надоем зрителям. Многосерийными фильмами моими. Ух. Может, некоторым нравится. Немножко срезал и прям вышел на вырубку. Возле вырубки сейчас пойдем. Ну это уже все знакомо тут уже не потеряемся. Где-то просека, в принципе, здесь вот по этой просеке, возле просеки и срубили. Это угол такой вырубки. Да и зимой тут тоже бродил я. Так. Так, мох какой хороший. Мох какой хороший. Непонятно где. Так, туда не пойду. Там, короче, чаща. В эту чащу уже заходить не будем. Там искать нам нечего. Ну, эта вырубка, она где-то до среднего квартала протяженность.
Километр. Километра. Километр, да, вот она. Зачесы. Там тоже хреново, по тайге пойду. А возле вырубки там вообще жесть. По тайге лучше идти. Чьи-то солонцы, ребят. Старые, уже заброшенные даже. Вот такая корыта тут. И тут еще прорезь такой, чтоб соль протекала и впитывалась в этой щели. Ну да. Тут тоже второй. Ну, я как смотрю, это старые и заброшенные. И подхода такого я не наблюдаю, чтобы тут лощи как-то кормили, держались. Ну тут есть следы вон. Да, здесь грызли кору. Ну да, кормились корой. Старые солонцы. Охотники когда-то делали, видимо. Непроходимо тут. Такие дела, такие делишки. Вот и дорога, ребят. Какая-то она дорога. Хоть из этой чащи выскочили. Да и эта дорога скоро она уже сейчас закроется. Вообще заросло уже там. Ну да. Вон, если присмотреться, вон вершинки елки там, Там проходит средняя просека. Мы с Денисом говорил, вот на рыбалку ходили. Вот до тех елок мы пошли по этой дороге, там уже дальше тупик. И по просеке спустились тоже. Вот так. Ладно. Все, мы уже сейчас оттуда вышли и пойдем домой. Где-то развилка там должна быть. Найдем пенек. Надо отдохнуть. Я немножко в горле пересохло и надо в сапогах там подправить там всякие иголки, Пол сапога на хлама. Каждым годом все уже и уже дорога. Ну, еще пару лет и все. Тут дороги не будет. Ребята, все. Конец. Если только может кто-то вырубить, лес рубить, короче, придут там, может, еще как-то дорога будет, а без них все быстро зарастает. Ну, без, скажем, лесопунтовские дороги. Все уже заросло тоже. И на фильмах тоже сломаю, скажем, я веточку там березы или еще. Комментарии, шквал таких негатива в мой адрес. Ломаешь деревья туда-сюда. Да эти березы, ребята, в нашем крае, это как сорняки. Вон. Бери не хочу. Это как на огороде вот сорняк растет, негодный. Также и здесь. Это все кустарник, это сорняки. Лес вон. Вон лес. Вот, видели, елка.
елка, елка. Из-за этого сорняка елки не могут расти. Раньше лесхоз вот все это вырубал. Вырубал, ломали, рубили. Да, и я тоже, наверное, в одну осень, наверное, только, помнится, ходили на рубки вот таких, этих, как сказать, такие, 2 метра шириной полосы так рубили. Елку все деловые оставляем, а вот эти кустарники все вырубаем, полоски такие, скажем, 2 метра рубим, 4 метра оставляем, 2 метра опять вырубаем. Такие коридорчики делали, чтобы елка, сосна могла расти. Потому что из-за этих берез, из-за этих кустарников деловой лес не может, вот эти сосны не могут расти. Потому что они, знаешь, вот непроходимо. Здесь ты не пройдешь. Здесь не пройдешь. Или километр ты будешь 5 часов идти. Там как паутина. Вот так. Ничего страшного, если, скажем, увидите, где-то что-то я сломаю. Я ломаю березу. Березу, иву. Они быстро вырастают. Один сук сломаешь, одно дерево сломаешь, там вместо него там 2-3 штуки выйдет. Даже на буранах, на буранах тут раньше тоже зимой ездили, а сейчас и буранистам дороги не будет. Это стопудово. Это стопудово. Вот так. Один ручей нехорошее место еще, нам придется где-то с полкилометра, нет, с полкилометра, вообще ужасное место там. Ну, хоть в этом году не так много воды перейти-то. А там заросло тоже, и трава высокая, неудобно, не знаешь под ногами, что там ждет, какая яма ждет. Надо осторожно идти. Ни одного взлета. Вот сейчас я с речки уже сколько иду, ни рябчика, ничего не видел. Ничего нету. А с утра хоть несколько штук мы видели. Даже какое-то настроение было, что боровая дичь есть. А сейчас вечерком-то, да и целый день рыбалки. С утра вот, когда вот перекусил, там один рябчик тоже за речью возлетел и свистел там. А больше свистка и не слышал я. Так, ребятушки, лежит вот вроде хлам, негодный материал, но это воздушный фильтр. Я не знаю от какой техники. Может от КамАЗа, может еще от какого. Я в этом не понимаю. Но смотрите, какая сетка тут. Вы видите? Если это дело разобрать, вот там, вот, видели? И там сетка такая же. Имейте в виду, что можно сделать из этой сетки. Это для прикормки. Кормушку, в общем, кормушку для прикормки. Вот так вот. Здесь маленькая сетка, и там еще 2 сетки таких. Так что БУ эти фильтра, воздушные фильтра, можно использовать эти сетки для прикормки. Вот так. Вот так. Выбросили, никому не надо. Здесь зарастет под мхом, и через пару сотен лет какой-нибудь золотоискатель, может, найдет. О, говорю, фильтра тут лежат. Ай-яй. Много интересного, конечно, в тайге остается. Вот так. Ну, наконец-то хоть немножко какое-то поле. Из этой заросли вышли мы. И сейчас свернем вон там, туда дорога идет, вырубка.
И направо идет вырубка. Здесь большая вырубка тоже. Фу. Мы направо пойдем. Следы лощей. Новичку можно и заблудиться. Туда дорога идет, сюда дорога идет. Мы пришли вон оттуда. Стена леса, блин, ничего не видно. Тропинка там такая небольшая еще. Шахматным порядком здесь вырубили лес. Здесь оставили. Вот смотрите, здесь, там делянка. Тут тоже вырубка. Ну, шахматным порядком рубят лес. Нам налево надо идти сейчас. И где-то, помнится, я позапрошлом году кипятил чай тут. Там пеньки должны быть. Ну, вот, в принципе, вот пенек, там пенек. Но сейчас пойду дальше. И надо уж точно перекурить. Хочется посмотреть, где я вспомню, где я тогда костер делал. Но тут вам скажу, жидковато по следам. Следы очень мало. Вот целый день один свежий след вот видел. И несколько следов еще лощинных так. Вот тут тоже вот прошел. Но фиг знает когда уже. Мало-мало. Ну, в этой стороне. Медвежьи это уже помет один видел. Когда еще к речке шли. Ну, тут старый след такой. И тут еще небольшой вот от угла, наверное, метров 100, наверное, там тоже небольшой помет. Старый был. Это у медведя. Летний, очень старый летний. Так. Почему рябчиков нет вот? И вырубка уже заросла такая вот. Место интересное. Все равно рябчиков не видать тут. Надо чай попить. Все пересохло, блин. Шпалу. Ну, это как его. Настил такой. Здесь дорогу, наверное, делали. Тоже сыро. Из-за этого вот такой настил ложили. Опа! Не говори, яму, блин. Вроде нормально, а там в яму попадешь. Да, лет через 2, можно сказать. Можно забыть про эту дорогу. Все, не пройдешь. Надо искать другие пути. Чисто по навигатору надо ходить. Ну, след такой. Следы вон. Вот такой лощиный след. Вот здесь отчетливо видно. Уже не свежий. Так. Тут вообще стена, ребят, началось. Геморрой, блин. И там ручей, на чем я говорил. Тут дороги нет, все. Там стена, сейчас тайгу опять придется зайти.